Доброе утро, дорогие телезрители! Как всегда, в 7:00 мы рады приветствовать вас на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. И это вновь «Утро Якутии». Мы приветствуем всех, кто сейчас находится по ту сторону экрана, и рады сообщить, что сегодня пятница. Да, тот самый день, которого мы ждем все будни. Он настал. Наконец-то. Действительно. Дождались. Подходит к концу рабочей недели, впереди долгожданные выходные. Ну а главной новостью сегодняшнего утра, мне кажется, это вот яркое утро, потому что наконец-то у нас сегодня нет тумана. И как будто бы, знаешь, мы все прозрели, я бы так сказала. Мы видим дома соседние, мы видим прекрасные деревья, да, какие-то красивых людей на улице, в конце концов. Наконец-то, как будто бы, знаешь, глаза открылись у нас. То есть ты все-таки в 5 утра видела людей на улице? Я видела их. Ты видела Да. людей на улице в 5 утра? Ну, по поводу тумана, во всяком случае, да, пока примерно час назад его точно не было. Может быть, сейчас он появился, потому что мы час назад зашли в здание и еще не выходили. Но, тем не менее, если действительно тумана нет, это значит знаменует что у нас немножечко потепление начинается. Это тоже хорошо, это тоже радует очень сильно. Ну, давайте узнаем, какая же погода сейчас за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 49 градусов. В заречной группе 43-50 градусов ниже 0. В южных районах 36-46 со знаком минус. В Вилюйской группе до минус 43, в Нижнеленских 42-44 ниже 0. В западных районах 40 со знаком минус, в Колымендигирской группе улусов 41-55 ниже 0. В Янских 40-50, на северо-западе 31-36 градусов мороза. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 43 градуса. Атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба. Штиль. Сегодня днем слабый снег. Туман. Ветер западный 1-3 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 39 градусов. Все-таки прогнозируют туманным синоптики. Ну, прогноз прогнозом. А как оно будет на самом деле, мне кажется, нужно верить в лучшее. Ну, а пока мы этим занимаемся, предлагаем узнать о последних событиях, о которых расскажут нам коллеги из информационной службы. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Владимир Сивцев прокомментировал совещание президента Путина, на котором обсуждались итоги визита на Дальний Восток, в том числе вопрос по Ленскому мосту. По словам Сивцева, строители готовы приступить к работам на левом берегу реки Лены. Работы начнутся после прохождения экстремально низких температур в феврале, отметил министр регионального ведомства. Напомним, в декабре 2023 года приняты стратегически важные документы для Ленского моста. Это 5-летний план дорожного строительства и долгосрочный план развития якутской агломерации с завершением строительства моста в 2028 году. Показатель эффективности реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в республике в прошлом году составил 100%. По словам министра здравоохранения республики Лены Афанасьевой, в сельских населенных пунктах региона по данным программам трудоустроены 166 медицинских специалистов. Это 117 врачей и 49 фельдшеров. На реализацию программ направлено свыше 255 миллионов рублей. В Якутске продолжается внедрение современных хирургических и эндоскопических технологий. Появляются новые подходы в лекарственном лечении опухолей и инновационные методы исследования для диагностики рака. С 2020 года действует скрининговый онлайн-проект «Онкопоиск» на базе диспансера. Так, за 3 года действия проекта было анкетировано около 22 тысяч человек. Любой желающий может зайти на сайт онкопоиск.saha.rf и пройти анкетирование. Напомним, что в конце января в Якутске состоится открытие онкологического центра. В плане работы нашего отделения в новом онкоцентре это, конечно же, введение ангиографического комплекса. Мы планируем начать внутрисосудистые манипуляции. Это манипуляции, которые ранее не выполнялись в нашей республике. Это такие как химиоэмболизация печеночной артерии, опухолей почек, матки и других локализаций, предоперационная эмболизация опухолей перед полостными операциями, то есть обескровливание опухоли, установки и удаления КАВА-фильтров.
В историческом парке «Россия. Моя история» для педагогов республики проводится ежегодная образовательная смена под названием «Зимняя школа навигаторов детства». Цель проекта – повышение уровня профессиональной компетентности. На мероприятие съехали 120 советников из 28 районов республики. Для участников мероприятия будут проводиться лекции, собрания, тренинги, а также квест-игры. И кроме этого запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между Российским детско-юношеским центром и Государственным фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Образовательная смена – это не только семинары, какие-то курсы, но и вообще лагерь дневного пребывания для взрослых. То есть здесь наши участники не только обучаются, но и чувствуют себя детьми, проносят все вот эти вот инструменты, какие-то формы работы с детьми на себе, чтобы потом, уехав в свой район, они могли это уже проецировать на своих воспитанниках. Вот это наша цель. Дирекция по подготовке и проведению 8-х игр «Дети Азии» и Якутская кадетская школа-интерната заключили соглашение о привлечении кадетов для участия в мероприятиях игр. Так, 20 кадетов 8-х и 10-х классов будут задействованы в наградной группе волонтерского корпуса. Молодые кадеты будут участвовать в выносе флагов команд, награждении победителей и протокольных мероприятиях. Все ребята пройдут вводное обучение и получат волонтерскую экипировку. Напомним, что стать волонтером 8-х игр может любой желающий в возрасте от 16 лет. Прием заявок проводится до 1 февраля на сайте якутск2024.орг. Новый прямой рейс по маршруту Казань-Якутск-Казань авиакомпания «Нордвинд» откроет 28 апреля. Регулярные вылеты из Казани в Якутск будут выполняться по средам и воскресеньям, а из Якутска в Казань по понедельникам и четвергам. Пассажирам станут доступны трансферные перелеты с пересадкой в международном аэропорту Казани, в московский Шереметьево, петербургский Пулково, Сочи, Минеральные воды и Махачкалу. Спасибо большое нашим коллегам из новостного отдела. Ну а сейчас еще одна наша постоянная рубрика, которую мы обычно запускаем в начале нашего эфира, ведь календарь наш богат различными праздниками и событиями. Давайте же узнаем, чем же отмечен этот день в календаре. На календаре 19 января. Сегодня Крещение, Святое Богоявление, один из главных православных праздников. В этот день Церковь отмечает вхождение Иисуса Христа на путь служения людям. По преданию, Сын Божий прошел обряд крещения в водах реки Иордан, и сегодня во льду рек делают прорубь в виде православного креста под названием Иордань. Считается, что в крещенскую ночь вода приобретает чудесные свойства и становится целебной. Этот день в истории. 19 января 1920 года состоялась закладка памятника Герцену и Огареву. В 1955 году в этот день президент США Эйзенхауэр провел первую в мире телевизионную пресс-конференцию. В 1963 году, 19 января, состоялось сенсационное выступление «Битлз» на сцене театра «Палладиум» в Лондоне. В этот день родились Эдгар По, американский поэт, писатель, критик; Поль Сезанн, французский художник, постимпрессионист; Валентин Серов, русский живописец, классик мировой живописи; Михаил Исаковский, советский поэт, прозаик, переводчик; Светлана Хоркина, российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка. Но тем временем президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 22 ноября указ об объявлении 2024 года в России годом семьи. Такое решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей, говорится в подписанном документе. И у нас сегодня в гостях чудесная семейная пара Геннадий Ильич и Марина Ильинична Слепцовы. Доброе утро. Вы стали победителями в номинации «Семья. Хранитель традиций» в конкурсе «Семья года 2023». И вот хотим сегодня вообще про это и про, наверное, залог, да, успешной, хорошей, крепкой семьи с вами поговорить. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, это ваше первое участие вообще в подобных конкурсах? Или вы такая активная семья, и где слышите про конкурс, сразу участвуете? Вот больше активная. Мы участвовали в 2022 году. И вот как раз я принесла книгу. И вот в этой книге вот 108 семей, которые вот участвовали в 2022 году. Мы тоже здесь. И вот в прошлом году тоже в 2023 поучаствовали и вот стали победителями. Победителями номинации, да? Марина, а вот сразу возникает вопрос. У вас это
обоюдное желание участвовать в подобных конкурсах? Потому что обычно мужчину не заставишь вообще никуда пойти, даже в детский сад. Например, на фотосессию. Да, даже в детский сад. На папу, мама, я, спортивная семья, да? А здесь вы участвуете в таком достаточно сложном конкурсе. Ну, если честно, это как бы больше моя инициатива, но муж всегда поддерживает, и дети поддерживают. так что- Наверное, один из залогов, да, крепкой семьи именно вот поддержка, конечно. что вроде бы не хочется, но поддержать надо. Вот. Геннадий, сколько у вас детей, какая у вас семья? У нас 9 детей. 9 Сколько? детей, да, 7 девочек и 2 мальчика. Господи, я чуть не упала с дивана, понимаешь? Я подумала, может быть, мне показалось или что? 9 детей. Да, 9. Ну, цифра еще 9, да, ее ни с другой никакой не перепутаешь. Да? Надо бы к 10 поближе перейти, да? Хорошо. Вот. Ну, вообще, вы победили в такой очень достаточно хорошей номинации Да. «Семья хранитель традиций». А вообще, в целом, какие в вашей семье есть традиции? Такие, может быть, какие-то для многих семей, может быть, будут казаться такими необычными. Ну, у нас в семье такие традиции, как вообще в основном отмечать Новый год, праздники, дни рождения, ЭСЭХ, ну вот такие вот. И основной вот такой традиции я бы отметила, что мой дедушка в моем детстве Василий, и сейчас мой папа для своих внуков всегда на Новый год превращает в сказочного героя Деда Мороза. И я вот надеюсь, что в будущем и наш папа для своих внуков будет также таким сказочным героем. Ну, в принципе, перечислили, ну, скажем так, событийные, да, традиции, Да. связанные с крупными праздниками. А может быть, есть какие-то такие, которые не связаны с какими-то определенными датами, ну, вот там, допустим, там, раз в месяц мы там с семьей что-то вот делаем. Может быть, такое есть? Каждые выходные мы любим смотреть по вечерам фильмы, именно вот маршмеллоу жарить. Ага. И у нас каждое воскресенье семейный совет. Ну вот планы на неделю. У нас большая семья, у нас планерка происходит вот так вот прямо. Протокол записываете? Вот так вот. Конечно. Геннадий, а сложно ли быть хозяином такой большой семьи? Нет, нормально. всё. Нормально все? А вы строгий папа все-таки? Вот интересно, в многодетной семье все-таки глава семьи, он должен быть строгий и держать всех вот в узде, либо все-таки вы больше наоборот этим всем заведует мама, а вы такой прям добродетель? Все, мама все делает. Мама все делает. Ну да. То есть вы такой добряк. Да, я добряк. Вы про то, что побаловать, да? И таким голосом говорит, да, я добряк. Не, ну тут, наверное, можно, опять же, отталкиваться от того, что с 9 детей, 7 девочек, а девочки для отцов это такое, Да. такие особые отношения, это я тоже как отец девочки говорю. Поэтому, да, тут очевидно, что папа больше про побаловать. Да. Да. Вот. Но вообще мы поговорили про традиции, естественно, они естественно, сплачивают очень сильно семью, но помимо традиций есть много вещей. Вот на ваш взгляд, что еще является залогом в счастливой семейной жизни? Уважение, любовь, доброта в доме. И когда вот поддержка друг друга. Ну, основные, я кажу. Да, вот так вот. Так и живем, да? Да, так и живем. Да. Хорошо, Марина, а вот участие в подобных конкурсах, что дает семье? Ну, у вас и так столько забот, хлопот, да? А здесь еще, ну, это же время, да, соответственно. Да. Там, наверное, какие-то этапы были, да? Вот немножко про это расскажите. Но больше семью сплачивают вот такие вот конкурсы. И как бы для меня, например, участие, ну, как я являюсь многодетной, и я хочу вот так вот, чтобы это было популяризировано, да, вот многодетность. Не то, что именно вот нищета, вот чтобы такого не было, а думали наоборот, что это очень, как бы, когда много детей, ну, надо время находить, чтобы именно участвовать, пропагандировать. Вот для меня вот это важно. Миссия у вас такая, да? Ну, мне кажется. А какая программа была конкурсная? Что вы делали? Может, презентация какая-то была? Что? Но в основном она проходила онлайн. Там отправляешь документы через... Мы, например, отправляли через наш Гагаринский округ. Там отбирались, вот, видимо, семьи, и под конец уже прошли город, прошли республику, и вот среди республиканского города уже стали победителями. И когда вот вручение было, сказали, что приготовили какой-то там талантливый, ну, конкурс, да, ну, выступление, и выставка была. Вот.
Вот мы Да. видим сейчас кадры, да? Да, да, да. Вашего вот. выступления. Вы здесь пели, танцевали или что делали? Я пела, дети танцевали. Ага. А Геннадий? И Геннадий танцевал. И здесь. танцевал тоже, да? Да. Здорово. Ну вот такие вот правильно сказано, да, что в чем еще польза таких конкурсов, это все-таки какой-то вот внешний фактор, который дополнительно еще семью еще больше объединяет, то есть какая-то цель общая, и семья начинает А вместе. дети как реагируют на это все? Все охотно участвуют в конкурсах? Или говорят, да мама, уже отстань от нас. Хватит, пожалуйста, да? Бывает такое, особенно вот маленькие, Маленькие, да, да. А так старшие нет, они всегда поддерживают. Поддержка. Да. Дальнейшие планы, следующий этап конкурса, может быть, уже где-то прочитали что-то, уже готовите? Нет, пока нет. Пока нет. Да, информации не видим. Пока нет, да? Пока остановились, но следующий год-то тоже будет у нас? Нет, а у победителей уже, по-моему, не имеют права. Уже в третий раз так. Все дальше, понятно. да. Но у нас же объявлен-то годом семьи год, да? Я думаю, Может быть. много конкурсов будет, да? Да. И я думаю, мы вас еще увидим, да? Где-то, раз Ну уж да, вы такие да. активные. Спасибо. Ага. Ну, как минимум, если прям на дальнюю перспективу, всегда есть у нас чествование золотых семей. Я думаю, с вашим вот этим настроем вы до этой отметки точно доберетесь. Спасибо большое вам, что посетили наш утренний эфир. Мы, конечно, желаем вам в первую очередь, знаете, вот такой продолжать сохранять вот эту атмосферу доброй, хорошей и такой образцово-показательной семьи. Ну а вашим деткам, конечно, здоровья, счастья и прекрасного детства. Спасибо. Ага, большое. спасибо. Ну и оставаться все-таки примером для других семей, наверное, это вот тоже будет, кстати, сказано. Вот, спасибо большое и хорошего вам дня. Ну а мы продолжаем. Ежегодно 19 января отмечают оригинальный праздник — День нежности ко всем существам. Человеку свойственно испытывать положительные эмоции, которые трансформируются в ласковое поведение, трепетное отношение к окружающим. Многие люди излучают нежность не только в адрес своих родных и близких, но и к животным, насекомым, птицам и растениям. Это особенный день для того, чтобы поделиться своим теплом со всеми существами на нашей планете, которую мы называем нашим домом. Ну и, конечно, дорогие друзья, продолжая тему эту нежности, мы плавно переходим к нашей постоянной рубрике, где мы говорим о том, как быть нежным и заботливым братьям нашим меньшим. Давайте же посмотрим, как нужно правильно ухаживать за лапками собак в нашей рубрике «Мой питомец». Доброе утро! Сегодня в рубрике «Мой питомец» мы будем разговаривать об уходе за лапками наших собачек. В первую очередь, конечно же, это когти. Многие владельцы очень боятся стричь когти дома. Не нужно этого бояться, нужно просто вовремя к этому подходить. Хочу немножко рассказать о росте когтя. Коготь у нас растет вместе с так называемой живой частью. Живая часть – это сосуд, который находится внутри когтя. Когда мы коротко обстригаем коготь, у нас оттуда идет кровь. И это самый страшный страх всех владельцев. Чтобы понять, насколько коротко мы отрезаем наш коготочек, мы можем это понять, отрезав немножечко. И когда мы увидим черную точечку внутри когтя, значит, мы дошли до живой части, и дальше уже срезать не нужно. Для этого мы используем когтерезы. Нужно использовать хорошие, дорогие, профессиональные когтерезы для того, чтобы избежать того, что коготь начнет крошиться. Потому что, когда коготь крошится, он доставляет боль и неудобства нашему питомцу. Но ситуации у нас случаются разные, и в случае того, что если вы задели живую часть, этого бояться не нужно. Нужно использовать перекись водорода, которую мы нанесем на ватный диск, смочим коготочек и прижгем его марганцовочкой. Марганцовка должна быть у нас в кристаллах. Мы прижигаем коготочек марганцовкой, тем самым запечатывая сосуд, из которого прекращает идти кровь. Это все не так страшно. Стричь коготочки нужно обязательно хотя бы раз в 2 недели, чтобы избежать того, что когти начинают закручиваться, врастать в подушки. Также длинный коготь очень сильно сказывается на суставах наших собачек. Это все очень вредно и очень опасно. Если вы сами боитесь стричь коготочки своим питомцам, обращайтесь в ветеринарные клиники и салоны нашего города. Ну а сегодня крещение.
В принципе, да, уже со вчерашнего дня вовсю работают купели. В России крещение вообще рядом традиций сопровождается. Одна из них как раз такие окунания вот в Иордань вот эту. При этом купание в проруби, по сути, как бы церковным обрядом-то особо не считается. Это именно народная традиция празднования в нашей стране. В этот день на водоемах делают специальные проруби, в которых верующие окунаются 3 раза. Считается, что это приносит очищение и благословение. Гаврил Луковцев, профессиональный спортсмен. Нырянием в прорубь занялся уже после завершения спортивной карьеры. Как он сам говорит, для продления активной жизни. Он даже лечится в холодной воде. И окунулся, и купался. Вот Николай Николаевич свидетель. Вот. И все. И через неделю я выздоровел. Ну, слабость была. И постепенно восстановился через месяц. Любителей моржевания в Якутске уже около 4 десятков человек. Кто-то каждый день окунается в ледяную воду, кто-то чуть реже. А в чудодейственную силу воды якутские моржи верят не только в крещение. Между тем, у традиции купаться именно на крещение в последние годы появилось немало сторонников. Однако, как предупреждают врачи, любое погружение в холодную воду нетренированному человеку чревато серьезными последствиями для здоровья. Не всем надо окунаться. Тем более в наших суровых климатических условиях, естественно, у нас вода очень холодная. Вообще все хронические заболевания в стадии обострения. Это является категорическим противопоказанием. Может быть у человека потеря сознания, спазмы могут быть сильно вызваны. К очень серьезным последствиям может привести. Также переохлаждение способствует развитию ОРВИ. В течение недели после купания организм незакаленного человека становится уязвим к инфекциям. Но если даже человек совершенно здоров, важно соблюдать правила постепенной подготовки к купанию, а не бросаться в прорубь, сломя голову. Чтобы мероприятие прошло без происшествий, пожалуйста, не приходите в состояние алкогольного опьянения, детей не пускайте купаться одних и соблюдайте все требования должностных лиц. Медики и спасатели призывают граждан купаться в крещенские дни только в организованных для этого местах, где в случае необходимости могут оказать экстренную помощь. Ульяна Филиппова, Илья Старомятников, Виктор Дичковский, Якутск. Закаливание – это, конечно, хороший способ для поддержания здоровья, но необходимо учитывать противопоказания и подходить к этому подготовленным. Ну а какие способы могут реально помочь при продлении жизни, нам расскажет наш гость, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского центра Мединститута Северо-Восточного федерального университета, кандидат медицинских наук Раиса Николаевна Захара. Доброе утро. Доброе утро. Раиса Николаевна, ну вот мы только что посмотрели сюжет именно про окунание в прорубь. Опять же, там было сказано, что в последнее время, говоря уже в концепции крещения, много сторонников этой традиции появляется. Но все-таки такое закаливание имеет ли хорошее влияние на организм? Помогает ли оно, ну, если, может, и не жизнь продлить, но хотя бы как-то свое состояние улучшить? Ну вот, конечно, в последние годы окунаются в прорубь, конечно, не только вот с традицией праздников, да, христианского праздника, но с целью оздоровления. Но я считаю, что все-таки к этому процессу надо подходить очень осторожно. В прорубь надо кидаться только подготовленным людям, которые занимаются моржеванием много лет, постепенно, системно, и которые уже знают свой организм и ничем не рискуют. Вот в прорубь есть противопоказания определенные, болезни сердечно-сосудистой системы, нервной системы, сахарный диабет, ожирение, женские воспалительные заболевания, да, все они являются противопоказанием. Также детям и пожилым людям не стоит рисковать здоровьем. То есть, а если все-таки говорить вот о такой, знаете, гипотезе о том, что именно закаливание и вот ныряние в прорубь продлевают жизнь? Ну, наверное, так сказать сложно. Закаливаться, конечно, надо. Притом с раннего возраста. Это, конечно, повышает сопротивляемость организма, иммунную систему укрепляет. Это, конечно, полезно. Ну, тут, опять же, вот говоря про продление жизни, не только там про окунание в прорубь, вообще в целом раньше как-то считалось, что в холоде, да, в морозе таком, ну, может быть, человек там лучше сохраняется, ну, как минимум там визуально. Но в последнее время, да, появились как бы и гипотезы, что наоборот, да, вот мы здесь на севере, мы как бы даже и визуально выглядим вроде как старше своих лет. С чем это связано?
суровость все-таки климата и холод как-то не влияет на сохранение, может быть, из-за недостатка витаминов, наоборот? Ну вот в советское время, да, было распространено мнение, что на севере количество долгожителей много. Это такой вывод сделали по итогам, по-моему, переписи там 59-го года, 70-го, 79-го года. Там выделяли 3 региона, где они отмечали высокий уровень долгожительства. Это Горный Алтай, Хакасия и Якутия. Но тогда были применены нестандартизованные методы учета этих вот явлений, да, учитывали просто количество людей на 100 тысяч населения, что не является вот научным методом доказательства, и я думаю, что это неправильно. Вообще существует понятие индивидуального долголетия и популяционного. Вот единичные случаи индивидуального долголетия, они встречаются в любой стране, в любой популяции, но это не отражает популяционное состояние. Общую картину это не отражает. Вот в прошлом году вышла очень хорошая, большая статья новосибирских исследователей в журнале «Демография» о демографической структуре населения Российской Федерации. И вот автор отмечает, что начиная с 1990 года по 2021 год у нас уровень долгожительства все-таки имеет положительную динамику. И среди регионов России, допустим, лидирует Центральный федеральный округ, а в аутсайдере находится Дальневосточный федеральный округ. По продолжительности? По уровню долгожительства. И те вот традиционные очаги долголетия, как Северный Кавказ, да, Сибирь, они оказались на задних позициях. То есть это раньше так было принято, да, что вот на Кавказе живут очень долго, да? Да. Сейчас уже нет. Показатели говорят о другом. Да, потому что неправильно все это велось статистически, научно, никакого обоснования оно не имело. Хорошо, но если все-таки мы проживаем на севере, да, не можем сменить, да, допустим, локацию, да, проживания, не хотим, мы здесь живем, можем ли мы как-то притормозить старение организма? Ну, это, наверное, касается пришлого все-таки населения, да. Прежде чем переехать на север, человек должен понять состояние своего здоровья и понять, есть ли у него резервы, которые позволят ему адаптироваться в суровых климатических условиях севера. Ну и, конечно, если он... Но он будет адаптироваться, но процесс адаптации, он протекает длительно, от 6-12 месяцев и заканчивается после 2 лет. Да, и если он здоров, генетически, никаких наследственных, допустим, болезней не имеет, конечно, он будет адаптирован так же, как наши вот мы, как коренные жители, да, но надо будет все равно постоянно мониторировать свое состояние здоровья и потом вести здоровый образ жизни, активный образ жизни, больше двигаться, те факторы, которые влияют на процесс старения. Вот говоря вообще про состояние организма, да, мы не раз это слово сейчас сказали, очень часто можно услышать такое понятие, да, как биологический возраст человека. Да. Что это такое, чем это отличается от календарного возраста человека? Биологический возраст, конечно, не соответствует календарному возрасту. Это функциональное состояние организма, это его физиологический статус, способность к работоспособности, к жизнедеятельности. Это вот функциональная единица. Допустим, разные люди стареют, взрослеют, и стареют они в разном темпе. У разных людей эти возрастные изменения проявляются разными темпами, и поэтому для определения именно морфологического состояния человека вот и пользуется понятием биологический возраст. Он отражает состояние всех систем организма. Ну, а в лучшем случае это вот разница, сколько там должно быть, прям десятилетиями, или это там 5? Ну, если ты совершенно здоров, живешь правильно, да, там, в общем, и, допустим, тебе 35 лет календарного возраста, и примерно биологический возраст будет. Ну, сейчас существуют разные методики, разные оборудования, которые определяют этот биологический возраст, да. Но если нет, допустим, каких-то факторов риска, обычно биологический возраст бывает и помоложе, чем календарный. То есть все равно чуть ниже, да? Чуть ниже. Как-то снизить свой биологический возраст возможно, или
все, он туда вот стремится тоже как цифра, как возраст календарный, только вперед. Конечно, можно, потому что если вот мы по опыту наблюдаем, да, если у человека избыточная масса тела, ожирение, биологический возраст обязательно показывает на 10 лет примерно вот так вот старше. Да, если человек держит свою форму, свой вес, да, активен, тогда биологический возраст обычно по этим приборам фиксируется ниже календарного, да? Так то есть все опять сводится к тому, что держать себя в тонусе, физическую форму поддерживать. Правильно. Питаться, кушать правильно. Раиса Николаевна, спасибо большое за то, что поделились с нами такой интересной и полезной информацией. Я думаю, многие телезрители сегодня, послушав нашу беседу, возможно, задумаются, попробуют как-то узнать, какой же у них биологический возраст. И, конечно, кстати, вот самое главное, мы развеяли тот миф, что на севере мы здесь все замороженные, живем дольше, и у нас проблем никаких нет со здоровьем, просто лишь потому, что мы живем на севере. На самом деле нет. Все-таки правильное питание, здоровый образ жизни, все это должно быть обязательно в основе основ. Да. Ну и говоря про долголетие, уже продолжим тоже такую долгоиграющую тему, да, как вот сохранить себя на долгие века, оставить после себя какое-то творение. Как правило, связано это с искусством бывает, с картинами в том числе написанными. И вот как раз далее наша постоянная рубрика «Музейный гид». Большую часть работ художник Юрий Спиридонов посвятил природе и людям Арктики. Лейтмотивом его творчества являются люди Севера, их душевное устремление, их заботы, их неравнодушие. В одном из интервью художник сказал: «Север – это состояние души». Юрий Спиридонов родился в 1952 году в поселке Косистый в Анабарском районе Якутской АССР на берегу моря Ламптевых. Он происходит из семьи потомственных оленеводов, которые вели кочевой образ жизни в тундре. Детские воспоминания о героизме северных людей и красоте арктического пейзажа определили основные сюжеты и мотивы творчества художника. Его картины с какой-то особой теплотой, любовью и искренностью открывают природу Севера, ее могущественную и в то же время хрупкую и ранимую красоту. Ее людей, открытых, отважных тружеников Севера. Произведения художника хранятся не только в фондах Национального художественного музея Республики Саха-Якутия, но и представлены в многочисленных государственных музеях России, а также в частных коллекциях по всему миру. Картина «Осень. Ночь на стойбище» воплощает в себе образ, в котором соотнесены и сопоставлены друг с другом человек и мир. Пространственное построение картины характерно для человека, выросшего в тундре и привыкшего видеть над собой небо. Все органично, целомудренно и ясно в этом жизненном укладе с чередованием труда и отдыха. На полотне найдена та степень взаимоотношений человека с окружающим миром, которая возникает у автора в результате жизненных наблюдений. Юрий Спиридонов – один из немногих художников, кто перед большим миром сумел в живописи открыть суровую красоту природы и быта коренного населения Севера. За документальную точность и богатую образность его творчества называют летописью Арктики. Ну и раз уж мы заговорили про здоровый образ жизни, про долголетие, да, конечно, необходимо отметить, что правильное питание, мы постоянно, Паша, об этом говорим, что правильное питание – это залог здорового организма. И давайте сейчас узнаем, какой же полезный завтрак можно приготовить для себя и своих близких. Доброе утро, дорогие друзья! Я обожаю максимально простые завтраки, не люблю долго готовить, и сегодня буду вам презентовать чемпиона прямо по простоте. Это бутерброд с сайрой. Раньше вот бытовало мнение, что бутерброды – это вредная еда. Ну давайте разберем, с чего бы, да? Сегодня мы используем замечательный хлеб такой вот с семечками. Ну, хлеб с семечками все же знают, что это полезно. Берем вот такую вот консервушку. И из этих кусочков мы сделаем с вами небольшой паштетик. Просто разомнем их вилочкой. Чем полезна рыба, я, наверное, рассказывать долго не буду. Все вот рекомендуют кушать рыбу 2 раза в неделю. И это один из простых способов, как это сделать быстро, не тратя особых усилий. И тут даже навыки-то какие-то кулинарные не нужны.
При выборе рыбной консервы обязательно проверяйте целостность упаковки, не должно быть ржавых пятен. Ну, кроме того, что должна быть она удобная для вскрытия, можно проверить ее на бултыхание. Если вам кажется, что слишком много жидкости, можете не брать, там действительно будет мало рыбы. Хорошим признаком является пометка, когда изготовлена по ГОСТ, а также непросроченные сроки хранения. Смотрите, вот мы с вами взяли, размяли с вилочкой рыбку. Ее не чистить не нужно, ничего. Она уже вся у нас и со специями, и с маслицем, все как надо. Теперь готовим вторую часть полезности. Это мы добавим с вами огурчик. Огурчик, он нам поможет снивелировать избыточный посол рыбной консервации. Просто нарезаем, как получится. Постараемся сделать это покрасивше, тоненькими кружочками. Все. И теперь делаем с вами бутерброд. Выкладываем кусок хлеба. Сверху кладем раздробленную сайру. Ну, кладем так, чтобы было среднее. То есть слишком много накладывать не надо. Вкус тоже будет излишне рыбный. Украшаем огурчиком. Один бутербродик у нас уже готов. Второй, я думаю, вы сможете сделать сами. Всем приятного аппетита и хорошего настроения. Ну а пока вы сами будете делать второй бутербродик, предлагаем вам, конечно же, ознакомиться с событиями, которые произошли в последнее время. О них расскажут наши коллеги из информационной службы. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Проиндексированное единое пособие за январь поступит на карты 2 февраля. По почте его доставят с 1 по 25 февраля. С 1 января этого года размер единого пособия вырос в связи с индексацией прожиточного минимума на 7,5%. Размер пособия рассчитывается на основе регионального прожиточного минимума и составляет 50, 75 или 100% от него. В среднем по России для детей размер пособия составит 15 тысяч рублей, а для беременных женщин – 16 800 рублей. Комиссия при правительстве Якутии по вопросам предоставления единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения семьям, имеющим 5 и более детей, утвердила дополнительный список получателей денежных сертификатов в количестве 15 семей. Так, в рамках Года семьи в России и Года детства в республике в начале этого года денежный сертификат первая получила Прасковья Игнатьева из Мегино-Кангаласского района. На эти средства семья планирует построить индивидуальный жилой дом в своем улусе. Всего 4 образовательных учреждения введут в рамках нацпроекта образования в 2024 году в республике. Так, в Якутске на Сергеляхском шоссе строится адаптивный образовательный комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья. Школа на 550 мест будет введена в конце этого года, а детский сад на 200 мест и интернат на 150 мест сдадут в следующем году. В микрорайоне ДСК в столице республики возводится новая школа на 990 мест, которая станет одной из крупнейших в республике. Строительно-монтажные работы завершатся в конце этого года. На сегодня объект готов на 33%. А вот в Жатае 1 сентября планируют открыть школу на 360 мест, готовность которой в настоящее время составляет 80%. В Якутии начались крещенские купания в 40-градусные морозы. По республике оборудовано 27 мест для обрядовых мероприятий. Экстренные службы в эти дни переходят в режим повышенной готовности. На местах проведения купания организованы посты безопасности, определены ответственные лица и развернуты пункты обогрева. Всего безопасность обеспечивают свыше 600 человек и около 140 единиц техники. Купели и проруби для забора воды оборудованы на реках Лене, Алдан, Вилюй, Индигирка, Яна, Амалой, Чондон, Чульман, Ясачная, Ирилях, Колыма в 17 районах республики, а также в Якутске. Народному писателю Якутии, талантливому поэту, драматургу Ивану Гоголеву исполнилось бы 94 года. Одним из его больших произведений считается роман «Не отворачивайся, богиня милосердия». Гоголев написал его после потери сына и поднял важные вопросы экологии души человека, охраны бассейна реки Вилюй, а также затронул проблему алкоголизма и неуважительного отношения к традициям предков. Произведение с глубоким содержанием на русский язык переводила дочь писателя, а работники Национальной библиотеки издали книгу в электронном варианте. Новое издание презентовали в широком кругу читателей в литературном музее имени Платона Аюнского.
Работали над рукописью 2 месяца, а затем 3 месяца уже, 2-3 месяца над созданием электронного оригинал-макета этой книги. И эта книга есть в свободном доступе уже на сайте Национальной библиотеки. Мы очень рады, потому что роман сначала был на якутском языке, а сейчас он охватит больше людей, которые ознакомятся на русском языке, русскоязычную аудиторию. В Ижевске 16 января стартовали первенство России и всероссийские соревнования по пулевой стрельбе до 21 года. В 29 упражнениях за места на пьедестале борются 504 стрелка из 44 регионов нашей страны, из которых 210 юниоров и 294 юниорки. На вторую и третью ступень пьедестала почета из 112 участниц забрались спортсменки из Якутии Наина Гоголева и Алина Готовцева. Спортсменки занимаются в спортивной школе Бердигистяха у тренеров Аюраны Сыджая и Александра Сотникова. Главным тренером сборной республики является Николай Попов. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Масштабная экспедиция «Россия-360» стартует из Мурманска 25 января 2024 года. Ее организаторы – это путешественник Богдан Булычев и команда проекта «Про путешествия». Это первая экспедиция, в которой колесная техника проедет вдоль всех сухопутных границ России, преодолев более 33 тысяч километров через 58 регионов нашей страны. Финиш состоится также в столице Кольского Заполярья в декабре 2024 года. И мы очень рады и гордимся тем, что в команде экспедиции есть наш земляк Мирлан Туркменов, экстремальный автопутешественник, рекордсмен и блогер. Мирлан, доброе утро. Доброе утро. Перво-наперво, расскажите вообще об этом проекте, об этой экспедиции. То есть мы цифры слышим такие очень сильные, 33 тысячи километров, 58 регионов, вся сухопутная граница страны, это масштабно. Да, на самом деле это самая грандиозная масштабная экспедиция, а зародилась она в прошлом году, когда мы покоряли мыс Челюскина в команде из 4 человек на одной машине, тоже это своеобразный рекорд, достижение было для нас большое, потому что на одной машине по сухопутному, то есть по берегу моря до мыса Челюскин доходила моя машина, но по сухопутному, по тундре не было такого. Мы преодолели этот маршрут за 10 дней, дошли в мыс Челюскин. Взяли и на обратном, когда ехали, когда туда едешь, у тебя есть цель, задача, это надо делать. Обратно, когда едешь, что обсуждают путешественники? Следующие проекты. Планы, Обсуждали и пришли к тому, что мы хотели еще написать слово «Россия» на самом карте, треком. Это просто так, это как-то банально. А потом давайте проедем весь Севморпуть на снегоходах. Давайте. А потом снегоход весь Севморпуть, северную часть, и на квадриках нижнюю, южную часть, и тем самым замкнем круг. 2 календарных года на этот. И вот это все обсуждение привело к тому, что на сегодняшний день мы имеем самый большой масштабный проект. Который вот уже начнется. Со дня на день начнется у нас. Очень интересно, но вы же ведете расчет примерно, сколько времени будет потрачено на это? В планах это сколько? В планах о завершении проекта отчитаться в конце года, в декабре, когда все министерства отчитываются президенту, что мы закончили проект. То есть это проект на год? Да, это мы хотим уложиться все в календарный год. В целом команда большая будет принимать участие в этом? Команда будет, арктический этап у нас будет, это 12 человек, это 6 человек, это костяк команды, команда про путешествия. Далее у нас идет люди, у нас будет на арктическом этапе вездеходы «Бурлак», огромные вездеходы. Вся колесная техника в Арктике, это вездеходы будут. И представители «Бурлак» — это механик-водитель. То есть в случае чего у нас есть от «Бурлака» представитель, который нам подскажет, как оперативно, быстро какие-то неполадки устранить. Мы сейчас видим кадры ваших прошлых экспедиций, невероятные кадры. Это потрясающая творческая работа, помимо того, что вы, конечно, главная цель-то это достигнуть цели, задачи экспедиции, вы снимаете
потрясающие кадры о нашем севере, да, о природе, о людях, которые проживают в населенных пунктах, да. Может быть, в этом году есть определенная цель что-то снять еще, вот в этой экспедиции? Да, год от года, вот уже более 10 лет занимается команда про путешествия с популяризацией севера, популяризацией Арктики, снимает фильмы про дальние регионы. Вот у Богдана Булычева в прошлом году вышел фильм «Китобой». Он снял документальный фильм про чукчи, который занимается именно китобойством. По мере прохождения этой экспедиции у нас будет также сниматься документальный фильм о малочисленных народах Севера, которые обитают у нас на крайних отдаленных местах нашей республики, нашей страны. Там несколько будет фильмов, потому что народов разных много. И плюс будет у нас также на YouTube выходить для всеобщего доступа многосерийный фильм. И с нами сотрудничают сейчас все новостные порталы, все федеральные телеканалы. То есть это будет повсеместно освещаться по ходу действия. И еще какие-то исследовательские работы у нас будут. Да, я думаю, не для кого не секрет, что действительно ваши проекты, они очень популярны, их смотрят, особенно жители Севера, конечно, потому что это очень качественная работа, и федеральные каналы тоже с большим удовольствием берут ваш материал на прокрутку, потому что, это круто. Вот у вас большая команда, и каждый, в принципе, отвечает за определенную часть, да? То есть есть видеограф, есть оператор, есть там механик там, и так далее, да? А за что отвечаете вы? У меня основная работа как штурмана. То есть штурман — это как помощник водителю каких-либо. Вот сейчас были кадры, немножко машина подсадилась, штурман вылетает, берет лопатку, водитель не выходит, потому что у него работа своя, он должен машину раскачать и аккуратно вылезти. В это же время там у оператора своя работа. Он вперед меня должен выскочить, он должен заснять, как я там одеваю шапку, он выскакивает и уже должен там стоять, что тут другой кадр заснять. Фотограф, естественно, в это же время вылетает, тоже он должен это все снимать. То есть у каждого своя работа, своя ответственность. Да, вот поэтому и на выходе получаются такие качественные работы, которые людям приятно смотреть. Потому что каждый отвечает за свое. Понимаете, вот если вот посмотрите на канале про путешествия все фильмы, все, которые мы отсняли на севере, там, как говорит наш руководитель, я влюбляю людей в Арктику. Но там нет такого, что мучается, ой, мы погибнем, ой, сейчас холодно. Там всегда весело у нас, показываем Арктику, так, очень такой с положительной стороны, хорошей, да, который... Я хотел бы вернуться вот к предстоящей, опять же, экспедиции. Вы сказали, да, основной костяк команда 6 человек, еще 6 человек представители вездеходной техники, насколько я понял. Да, на которую вы будете, я так понимаю, проезжать вот в сухопутную границу в арктической зоне. А после уже на чем продолжится? Там, немножко поправлю, там не все представители Бурлака, там с Бурлака будет один человек. У нас будут журналисты, у нас будут путешественники другие блогеры, которых они будут меняться от, какую-то часть будет проезжать. На каждом этапе. Да, какой-то этап будет проезжать какой-то человек, потом они будут меняться, там журналисты будут, допустим. А по поводу транспорта самого, то есть? У нас на арктическом этапе у нас будет вездеходы Бурлак, далее с Хабаровского края, когда мы пройдем Камчатку, Магадан и выйдем в Хабаровский край, это у нас будет первый этап завершен. Оттуда поедем мы уже на 2 УАЗиках, Нива и Лада Веста Кросс, по-моему, будет у нас. В горах Иркутской области, Алтай и Кавказ, это у нас будут квадроциклы. И возможно, если согласятся, даже будет на сочинском каких-то таких хороших этапах будет Аурус. Интересно, очень интересно. Но когда Богдан Булычев был у нас в студии, вот он говорил о том, что у него в планах привлечь вот блогеров, просто журналистов, обыкновенных людей, то есть не экстремалов, как вы, да, чтобы они имели возможность поучаствовать в подобных проектах. И тогда я ему задавал вопрос: девушки, берете ли с собой девушек? Он сказал, что нет, потому что есть такое суеверие, что девушка на борту, там, знаете, к беде. Женщина на корабле к беде. Да, в этой экспедиции будут ли девушки? Вот меня все интересует один и тот же вопрос. Да, в этой экспедиции будут. В этой
экспедиции Ура! мы... На корабле, потому что. Мы решили, На автомобиле. это бурлак очень комфортно создан для арктических путешествий, это такая машина. Но в этой экспедиции на каком-то этапе с нами поедет Марина Галкина. Это самая экстремальная путешественница, наверное, круче, чем даже мы. Она пешком, которую мы на машине доезжали за 10 дней, она пешком прошла этот путь. Вот так. Да. Крутая, то есть с вами Да, это она крутая просто, девочка. она мне как рассказывает, вот 5 метров там медведь. Вокруг нее, от нее был, да? Она пешком одна. Одна. Уже среди тут. Ну, то есть еще она вам, наверное, поможет, там, Да, знаете, не будет у обузой. нее там одно место крепче, чем наше. Кто кому обузой будет, да? Да. Мы знаем, что вы являетесь рекордсменом. Вот расскажите про этот рекорд. Мы в 2021 году на одной машине доехали до Русского устья, это самый отдаленный поселок на устье реки Индигирка, где живут старорусы, до сих пор свой язык сохранили. И вот мы туда доехали на одной машине, одним экипажем, 2 человека с моим другом Алексеем Жирухиным. И после, как мы приехали, мы подали заявку. Наша заявка до сих пор в рассмотрении, но мы знаем, что это никто такого не делал, и этот рекорд нам принадлежит. Там есть какие-то свои проволочки, там какие-то эти вещи оплатить и что-то сделать. Не так просто, оказывается, как оказалось, зарегистрировать свой рекорд. Рекорд. Но он будет ваш точно, потому что такого еще не было. Да. Отлично. Мы знаем, что Богдан Булычев участвовал в конференции с Владимиром Владимировичем Путиным, да, и он рассказывал про свои путешествия, правильно? Да, вот ВЭФ, когда в сентябре ВЭФ прошел, он там был модератором, не упустил возможность рассказать про этот проект Владимиру Владимировичу, когда он перед ним выступал, отчитывался, и Владимиру Владимировичу очень понравился этот проект, и он решил поддержать нас всячески, административно или как, чувствуется поддержка, потому что весь Северный путь нам, по крайней мере, очень много объектов Росатома, зимники, там мы можем пользоваться. То есть поддержка есть? Поддержка. Хорошо. Мирлан, спасибо, желаем удачи в нелегком предстоящем пути. Вероятно, примерно через год мы вновь встретимся и уже поговорим об итогах этой экспедиции. Ну, а мы будем следить за вашим путешествием. Да, у нас будет трек и будет возможность следить по всему ходу. Спасибо. Спасибо большое. Ну, а мы с вами, дорогие телезрители, прощаемся. Прощаемся, как всегда, в пятницу с музыкой в сердце и в эфире.